Тело одного человека обнаружили после пожара в одноэтажном строении у подножия горы Чочур-Муран в столице республики. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров строения и на 100 квадратных метров травы. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекалось 13 пожарных и 3 единицы техники. Еще один пожар с трагическим исходом произошел в Якутске. На телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что на улице Степанова произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме. Были эвакуированы женщина и 3 детей. Впоследствии женщина 1998 года рождения и 2 ребенка 2016 и 2017 годов рождения скончались, не приходя в сознание. Также пострадал ребенок 2020 года рождения. На данный момент в целях установления причин пожара на месте работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники Следственного комитета. С родственниками погибших работают психологи МЧС России. Уголовное дело возбудили о поджоге многоквартирного жилого дома в Нерингре. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Установлено, что в ночь с 4 на 5 октября неизвестный, находясь в подъезде дома на улице Пионерная, поджег 4 квартиры. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Умышленное уничтожение имущества путем поджога». ДТП со смертельным исходом произошло в Хангаласском районе. На месте происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что 30-летний водитель на мотоцикле ИЖ-Юпитер-5 без регистрационных знаков не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Его 25-летний пассажир с травмами головы был доставлен в хирургическое отделение города Покровск. По информации ГИБДД, водитель не имел водительского удостоверения. Согласно официальным данным, за последний год мужчина 4 раза привлекался к административной ответственности, в том числе дважды задерживался сотрудниками ГИБДД за рулем в состоянии опьянения. Медосвидетельствование выявило у пассажира состояние алкогольного опьянения – 1,074 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В момент ДТП оба мужчины были без шлемов и других средств защиты. По факту ДТП проводится проверка.